Идти навстречу знаниям юным сунженцам станет куда проще, причем буквально, если говорить о жителях улицы Выгонная и близлежащей территории. Для них начали строить новую школу. Здание модульное, его собирают из 5 корпусов. Первый этаж одного из корпусов уже построили. Сейчас рабочие заняты возведением остальных 4. Уже построили подвальные помещения для технических кабинетов и обработали стены от сырости. На уровне 2 этажа это монтаж идет, вязка арматуры, устройство опалубки, соответственно, конечно, и монолитное перекрытие. Цокольный этаж практически на этих блоках готов, а всего по проекту здесь 5 блоков. Сейчас работы ведутся на 1 и 2 блоке, по устройству диаграмм жесткости, и несущая конструкция. Соответственно, конечно, и монтаж, и армирование, вязка арматуры, и заливка бетона. Начало положено. Строители уверяют, через пару месяцев здание уже приобретет очертания будущей 3-этажной школы. Сейчас основная масса рабочих, а их здесь порядка 40, задействована на так называемых бетонно-монолитных работах. За ходом всего процесса следит технадзор. Проект практически прошел госэкспертизу, выдан производство. По нему сейчас мы работаем. По срокам, которые сейчас, согласно графика производства работ, мы выдерживаем все сроки, мы не отстаем ни на грамм. Нарушений, конечно, бывает. Есть частично нарушения. Где-то, не довязали, где-то, чуть арматура, не так подвязана. Эти нарушения, конечно, на месте в рабочем порядке устраняются. Строительство этой школы стало возможным во многом благодаря настойчивости местных властей. Раньше эта земля принадлежала частным лицам, захватившим ее без законных оснований. Часть участков, которые были незаконно выделены гражданам, данные участки были отсужены через суд, решение суда, и на данном месте сейчас строится школа. На данный момент в городе Сунжа строятся 3 общеобразовательных учреждения. Это вот эта школа здесь, в поселке Восточный, и также по улице Нуродилова. Новые и современные на смену старой и тесной. Этот объект поможет разгрузить близлежащую 6-ю школу. Здание 61-го года не соответствует современным стандартам. В общей сложности школа рассчитана на 220 мест. Обучается на сегодняшний день в нашей школе 676 учеников. Конечно, стесненные условия у нас, нам достаточно нелегко работать нашим учителям. И по этим стандартам приходится по разным направлениям работать. А чтобы выполнять качественно эту работу, конечно, нужны отдельные кабинеты, условия. Детей желательно приглашать бы после обеда, но у нас вся 2-я смена, она занята, потому что у нас и в 1-ю, и в 2-ю смену занимаются дети. Здесь нет актового зала, в кабинетах не развернуться, а продленку приходится проводить прямо в коридоре. Но, несмотря на сложные условия, педагогический состав старается не обделять своих подопечных. Образовательный процесс проходит без накладок. Завершение строительства новой школы ждут с нетерпением. Выкладывается, несмотря на это, и все, что можно, мы стараемся идти в ногу со временем. Где-то в кабинетах выкраивать время, подстраиваться как-то между сменами нашим учителям приходится, чтобы качественно выполнить какую-то определенную работу свою. Это касается и педагога, доп. Образования педагогов касается. В новую школу учащиеся и педагоги смогут перейти уже в следующем году. Ждать осталось недолго. Тамара Хашагульгова, Ахмед Горбаков, Новости 24.